В новом политическом сезоне Государственный совет Коми значительно обновился. На должность председателя депутаты избрали Сергея Усачева. Его кандидатуру эксперты ранее называли наиболее вероятной, и обошлось без неожиданностей. 23 голоса за, 2 против и 2 воздержались. Государственный совет нацелен на то, чтобы создать единую команду для решения проблем, стоящих перед Республикой Коми, объединить свои усилия с исполнительной властью, с вновь избранным главой Республики Коми Владимиром Викторовичем Уйбу. Это простая, общая, понятная схема работать в интересах наших избирателей, жителей Республики Коми, в интересах Республики Коми. Первым заместителем председателя Госсовета избран Александр Макаренко, Владимир Косов, Валентина Жиделева и Сергей Артеев в должности замов. Бывший спикер парламента Надежда Дорофеева в нынешнем созыве возглавила комитет по социальной политике. Все вопросы мер социальной поддержки жителей нашей республики – это самый главный и приоритетный вопрос. И не случайно одним из первых законопроектов, которые мы будем сейчас обсуждать, это закон о прожиточном минимуме наших пенсионеров – 12 001. Степан Чураков сохранил должность председателя комитета по бюджету, налогам и экономической политике. По его словам, бюджет республики на следующий год будет крайне сложным. И основная задача депутатского корпуса – удержать все социальные гарантии и обязательства. Очень большой блок работы будет связан с поддержкой малого и среднего бизнеса. Да, в этом году и в прошлом году у нас были результаты в этом направлении, были уменьшены ряд налогов, которые относятся к республике. Сейчас тоже нужно думать, как поддерживать данное направление. Комитет по законодательству и местному самоуправлению возглавил еще один единорос Андрей Климушев, переизбранный в Госсовет Коми по 13-му одномандатному округу. Усть-Илимский район без меня не останется, Кнешпогосский район тоже не останется, Иударский район тоже не останется. Это мой избирательный округ. Сейчас по 13-му избирательному округу, кроме меня, еще работает Мельник Андрей Андреевич. Мы сейчас вдвоем по этому округу работаем, поэтому друг друга дополняя, помогая друг другу, будем продолжать решать проблемы наших районов. Александр Попов возглавил комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии. Вполне логичное решение. Ранее он руководил Росприроднадзором по Коми и Ненецкому автономному округу. В Совет Федерации депутаты направили Елену Шумилову, сопредседателя регионального ОНФ, пиар-директора крупной лесозаготовительной компании, а немногим ранее редактора телеканала «Юрган». Если Дмитрий Александрович Шатохин, предыдущий сенатор, работал именно по вопросам бюджетирования дополнительных средств для региона, и он шел как раз-таки на комитет бюджетный, то мое направление – это экология и природопользование. И для меня было бы важным решением это внесение изменений в федеральное законодательство, чтобы проект «Экология» в полном объеме, в том числе финансовом, начал работать эффективно на территории Республики Коми. В связи с избранием в Совет Федерации депутатский мандат Елены Шумиловой передадут другому кандидату от партии «Единая Россия». Кому именно, пока не ясно. В региональном отделении партии пообещали принять решение в самое ближайшее время. Алексей Корчмалик, Юшков, телеканал «Юрган», Сыктывкар.